Сегодняшняя новость от коллеги с Коминформа. В Сыктывкаре планируют снести сразу 6 ветхих деревянных домов. Вообще, говоря откровенно, столица Коми в последнее время действительно преображается, приобретает современные черты. Приведен в порядок мемориал около Кирюльского храма. Территорию украсили новые светильники, скамейки. В канун чемпионата мира по хоккею с мячом обновляется территория у центрального бассейна. Все-таки визитная карточка города. Ольга Коняева продолжит. Благоустроить территорию Свято-Вознесенского храма сыктывкарцы просили уже давно. До этого в местечке Кируль мест для отдыха не было. И вот оно, долгожданное преображение. Обновленная памятная плита, скамейки, урны, уличные светильники. А еще ставшие стандартным символом мемориала голубые ели, горные сосны. 1000 квадратных метров низкорослого газона. Весной здесь, я вам открою, здесь будет все белым цвести. Потому что газон партерный, который мы здесь посеяли, он содержит в себе белый клевер. И белый клевер, он как раз 3 раза в год цветет, то есть здесь будет постепенно, поэтапно цвести несколько раз в году полностью газон. Мемориал в честь участников революционного движения, гражданской войны, участников социалистического строительства в Коми-крае установили в 1987-м. Спустя почти 40 лет его одели в мрамор. Памятные плиты наклонили. Это защитит их от снега. Шрифт на новых табличках постарались максимально приблизить к прежнему. А само сооружение перенесли ближе к военкомату. Это самый был неблагоустроенный двор среди других храмов города Сыктывкара. Но посмотрите, как красиво благоустроено в Вежвинском храме, да, в Кочпанском храме, в Орбите и так далее. Здесь это в связи с тем, что мемориал нам не давал возможность, разрушенный мемориал. Его сейчас вот реставрировали, поставили. Все это подарком явилось к 200-летию Свято-Вознесенского Кирюльского храма. Обустроить здесь, на Сыктывкарской централке, маленькую Финляндию. Такой целью задались авторы проекта. Коми, по их словам, по климату похожа именно на эту страну. По такой концепции и подбирали деревья. Зелени здесь тоже будет много. 30 горных сосен, 6 желтых, 2 десятка породистых рябин и 10 тысяч кустов многолеток. Красный пузырь и плотник отделит территорию бассейна. По всей территории уложили гранитные плиты. Здесь применено гранитное покрытие. Почему гранит? Потому что, во-первых, это долговечный материал. Можно его ремонтировать, если что-то где-то провалится. При обслуживании правильном этот материал прослужит очень долгие годы. Здесь применено 3 цвета гранита. Светло-серый, серый и темно-серый, который называется габбра. Вот. В дождливое время они насыщаются несколько водой, и весь рисунок очень хорошо прослеживается. Первый этап работ по благоустройству подошел к концу. Работы возобновят весной. Почти 150 декоративных светильников, большие качели длиной в 12 метров. Электрика и оптика спрятаны под землю. Забор пока здесь убирать не будут. Мера вынужденная, небезопасна. Бросается в глаза сразу, что нет проводов. Очень приятно. Вот смотришь на эту площадку и смотришь на площадку за забором. Вот видна разница. Здесь как-то больше воздуха, больше пространства, от гранита больше света. Прежних кафе теперь мы не увидим. Для магазинов с кофе и выпечкой выделят специальную территорию. Летом 21-го по расчетам мэрии сыктывкарцам уже предоставят новое зеленое место для отдыха в самом центре города. Что важно, свое название площадка под часами оно за собой сохранит. Часы будут установлены практически на прежнем месте.